Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, давайте сегодня погадаем на вашего любимого человека, либо на того, кто вам нравится, интересен, и узнаем, что он думает о вас прямо сейчас, что он к вам чувствует и каких действий можно ждать от этого человека, либо нужно ждать от этого человека. Посмотрите, пожалуйста, на песочек. Загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени. Если у вас есть его фотография, посмотрите на эту фотографию. Вы должны прям почувствовать этого человека. Вот представьте, как он улыбается, представьте, как звучит его голос, запах его парфюма. Чем больше вы его вот себе представите, да, прорисуете его образ в своей памяти, тем будет более для вас идти информация более объемная. Так что, мои хорошие, настраивайтесь, представляйте вашего любимого человека, ну и, конечно же, задавайте ему вопросы. Мой милый дорогой, что ты ко мне чувствуешь прямо сейчас, что обо мне думаешь, каких действий от тебя ждать. Надеюсь, вы настроились. Давайте посмотрим. Давайте разделим. Сначала посмотрим на его мысли, на его чувства, потом на действия. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют мне то, что сейчас скрыто, о чем узнать. Так, мысли. Но мысли неспокойные мысли. Здесь и ревность, и желание что-то доказать. Вы знаете, мои хорошие, вы его сделали. Вот буквально, да, вот у вас был какой-то разговор. Одним словом, либо каким-то одним поступком вы просто его сделали. Он никак не может прийти в себя после этой ситуации. Я не могу сказать, что это конкретно было, но то, что он был просто в шоке, удивлен, опешил, это 100%. Вот он сейчас вот пытается сам с собой договориться. Но знаете, как он себе говорит? Как она могла это сделать? Какая она сильная, какая она смелая. Тут, знаете, смесь восхищения, удивления и какой-то даже зависти. То есть он бы так не смог, как смогли вы. То есть вы настолько вверх от него оторвались, да, то есть ему сейчас вас просто не догнать. Очень сильно, кстати, это ударило по его самолюбию. Но ему это полезно. Слишком раздутое эго у этого человека было. А вы-то этот воздушный шарик-то немножечко-то подсдули. Понимаете, что произошло? Девчонки, вот прям на крючок на свой повесили его. Вы так его зацепили этим. Он бедненький, не найдет себе места. Вот как реагировать? Господи, какая умная, какая смелая. Ой, а я же на ее фоне просто моль бесцветная. Понимаете, вот такие мысли идут. Восхищение, шок, феерия. Вот все, что могу сказать. Уделали вы этого мужчину, причем конкретно. Что вы ему сказали, что вы такое сделали, что он так вот бедненький опешил. Знаете, он сейчас будет тужиться и пыжиться, чтобы вас в ответочку, да, удивить, что доказать, что ох, я тоже мужик, что у меня тоже там бубенцы присутствуют, и я еще могу. Да, очень много мыслей. Кстати, я вам больше скажу, он даже с кем-то может советоваться, как поступить, либо чем вас там удивить, чем вас покорить. Ему, кстати, очень не дает покоя, что вы слишком самостоятельная, слишком независимая. Возможно, он привык общаться с девушками, женщинами, которые как что так сразу там в слезы помогите, спасите, алло, караул. А вы нет. Вы, если у вас есть какая-то проблема, вы такая, опа, рукава засучила и пошла работать, да. Пошла там за себя сделала, за еще кого-то, там за 5-го, за 10-го. Везде порядку, шороху навела. Ну, все, сижу, отдыхаю. Вот он этого понять не может. Восхищение. Ох. Аплодирую стоя. Но в то же время, понимаете, вот прям такой, знаете, ножки сжал, потому что это для него был просто удар по паху, да. В чем-то он это расценил, что
Но вы ему, понимаете, девчонки, вы ему показали, что я и без себя справлюсь, и, в принципе, ты мне не особо нужен. Вот. Вы знаете, как будто бы двух зайцев убили. С одной стороны, вы заставили его на постоянной основе думать о себе и стремиться к тому, чтобы хотя бы вас догнать. А с другой стороны, так сильно его заикарили, зацепили вот этим своим действием, что он теперь от вас никуда не денется. Он, кстати, думает о вас постоянно. Вот, может быть, там последние там, сутки, может быть, несколько суток, вот прям думает, вот как бы он что-то делает, да, на мгновение там отвлекся, все, мысли пошли о вас, пошли об этой ситуации, и он такой, опа, приплыли, что теперь делать? Так, о чем еще думает? Ну, думает о том, что хотел бы с вами куда-нибудь сходить, развлечься и как-то провести хорошо время. То есть, смотрите, вот, ну, дословно, да, вот это он, а вот это вы, он вас, видите, как танцует, да, в паре ведет, в руках цветы, и в руках вот прям какой-то прям подарок. Вот этого бы он хотел, но я так понимаю, что нет возможности, либо чуть-чуть попозже он это будет делать. Ну, мы это в действиях посмотрим. Ну, мысли есть, планы есть. Так, а если мужчина с вами сейчас не рядом, между вами, например, какие-то пространства присутствуют, может быть, в разных городах вы живете, может быть, он куда-то уехал, может быть, на работе сейчас находится, то вот прям хочется все бросить, хочется к вам. Да, закрыл глаза, и все, я дома с любимой в объятиях, да, сижу. Вот так ему хочется, девочки. Мысли о вас. Вы его конкретно сделали, мои хорошие. Ну, молодчинка, девушка, молодчинка. По-другому не скажешь. Ну, с так мужчинами и нужно поступать. Они же привыкли, что они охотники. А тут, конечно, кто еще на кого поохотился. Девчонки, вот то, что вы сделали, вы вспомните, пожалуйста, да, что сказали, что сделали. И постарайтесь в следующий раз, да, вот как-то дозированно это делать. Да, там раз в месяц, например. Еще раз так сделать, либо, может быть, немножечко покруче сделать. И, девочки, это будет ваш любимый котик, да, будет у ваших ног. Ну, хозяйка пришла, понимаете. Здесь просто мозг взорвался, да, вот какая вы. Вот прям другими глазами на вас посмотрел. Серьезно вам говорю. Тут вы молодец, девчонки, вы молодец. Вот что сделали, так правильно сделали. Так с ним и надо поступать. Так, хорошо, давайте теперь посмотрим на его чувства. Так, чувства мужчины к вам, чувства. Его чувства к вам. Так, ну, чаша есть, замечательно, чаша. У нас тут еще и цветочек, смотрите, какой. Правда, не распустился, но тем не менее, пожалуйста, бутончик у нас вышел. Смотрите, девчонки, чаша, вот она в основании. Чаша общая на двоих, потому что это он, а это вы. А чаша общая на двоих и к вам, и к нему идет. Что хочу сказать. У вас к этому человеку более какие-то осмысленные чувства. Осмысленные в плане того, что вы, ну как, знаете, он вам понравился, вы к нему с душой, да, то есть как вы его выбрали. А у него что-то по-другому немножечко к вам развиваются. Ему было с вами изначально очень интересно. Здесь была какая-то, знаете, интимная привязка, то есть мне эта женщина нравится, я ее хочу, я буду ее добиваться. Но со временем, вот прям калейдоскоп событий пошел, у него все менялось. У него вот мысли менялись к вам, отношения, ощущения, любовь. Любовь, вот она потихонечку в нем развивалась. Я вам скажу, что с каждым днем он начинает вас любить все сильнее и сильнее. Это еще не пик, но вы к нему приближаетесь. Вот ваши действия, ваши поступки, то, как вы перед ним раскрываетесь, вот это все меняется. Вернее, все это меняет его отношение, его чувства к вам. Даже если вы с ним 20 лет вместе живете, девчонки, вот ваши поступки, ваши слова, они вот его прям будоражат и заставляют вас любить еще сильнее. Смотрите, мои хорошие, чувства есть, и они будут расти. Это первый момент, что вы должны знать. Второй момент по поводу любви. Ну, тут у мужчины либо опыт был плохой, либо какое-то мнение о том, что, например, там любви нет, это все там придуманное, все держится там на интиме и на удобстве, да, то есть мне удобно,
меня все устраивает, я так живу. Вот эти его иллюзии, да, его ошибочное это мнение, оно потихонечку разрушается до основания. Вы его, пожалуйста, от себя не отталкивайте, а наоборот. То есть покажите ему, что такое любовь, покажите, что такое забота, покажите, как это проявлять свои чувства. Вот здесь ему нужна помощь. Тут он немножечко прихрамывает, да, он не знает, как правильно делать. Ну вот он, ваш лотос любви. Он еще как кувшинка, да, идет, как это правильно называется, бутон, да, он будет раскрываться. Вот видите, он какой, он будет раскрываться. И вы, смотрите, вот вы вместе здесь находитесь, он на земле стоит, а вы как будто бы в воздухе парите. То есть ему нужно будет делать шаги к вам. Поэтому я говорю, показывайте ему любовь, показывайте ему чувства, показывайте, как это нужно любить и как нужно к любимому партнеру относиться. Вот это очень важно. То есть вы ему поможете. Вы ему поможете преодолеть этот путь, да, между вами, который вас немножечко разъединяет. Так, еще по поводу его чувств. Он вас кому-то ревнует. Но я не могу сказать, кто это конкретно. Может быть, кто-то из семьи, может быть, кто-то из вашего окружения. То есть каким-то двум людям он вас очень ревнует. Он, знаете, как считает? Считает, что вы этих людей то ли больше любите, то ли больше времени с ними проводите. Вот ему это не нравится. Здесь тоже нужно с ним проговаривать эту всю тему. Ну, понятно, если мужчина там ревнует к другому мужчине. Но если это кто-то из близких, из семьи, ну, это, извините, дурь какая-то. Так нельзя. Нельзя ревновать там мать к ребенку. Либо нельзя ревновать там, близких людей. Это нельзя делать. Поэтому, мои хорошие, обратите на это внимание. Если дело касается семьи, тогда почаще привлекайте его в ваши семейные какие-то разговоры, общение, семейные проблемы, чтобы он понимал, что вы не просто так по 2 часа по телефону, например, с мамочкой своей разговариваете, либо там с детьми, а потому что это семья, и да, нужно помогать, надо участвовать в жизни друг друга. Вот это очень важно. Так, мои хорошие, давайте посмотрим теперь на действия. Что у нас от мужчины под действием? Ну, буду смотреть на ближайшее время. Ближайшее время это несколько дней. 3-5 дней. Что под действием от мужчины? Каких действий ждать от этого мужчины? Ох, а он еще не определился, девчонки. Вот эмоции его пошли, вылетели. Он еще не определился. Что он конкретно будет делать? Ну, что-то будет делать. Во-первых, вот она, чаша любви. Тут однозначно будет показывать свою любовь. У кого-то это будет признание, у кого-то это будет какое-то действие, что вот даст вам понять, что да, я тебя люблю, и я с тобой хочу. Дорога выходит. Возможно, куда-то вы вместе поедете, либо у вас встреча состоится. Но почему-то вот придется как ехать. Ехать, либо куда-то добираться. Так, еще под действием. Ну, ему хочется какое-то геройство для вас совершить. Ему хочется вам, знаете, как доказать, что он мужик, доказать, что он вас достоин, что он не пустое место, что он, ну, там, не мальчик, да, не мальчик, но муж. Вот этого хочется. Очень хочется. Смотрите, девчонки, вот кто в браке, да, кто загадал на мужа, ему хочется что-то вот прям, может быть, сделать для дома, для вас, может быть, как-то облегчить вашу работу, может быть, там купить вам хорошую стиралку, такую, что прям мощную, с сушилкой, там, с кучей функций, да, чтобы вы там лишнее время не тратили на стирку там деликатную, либо там не тратили время на глажку. Вот он об этом думает. Вот как 2 зайцев хотел бы убить, чтобы там и любовь вам показать, и в то же время вот сказать: вот смотри, ты женщина, достойная там лучшей жизни. Вот. Возможно, лихорадочно сейчас пытается заработать, либо найти, где бы он вот, там, более выгодно купил. Но тут что-то вот именно с домом связано. Может быть, посудомоечная машина, может быть, какой-нибудь там крутой пылесос, который там и пылесосит, и моет. Вот такое желание. А у кого-то, девочки, отыграется, что у мужчины желание приобрести, может быть, для вас дом, да, либо там построить. Почему нет? Тоже, может, разные мужчины, и доходы разные. То есть такие мысли приходят мужчине в голову. Но это из глобального. Вот если говорить по местному, то тут, скорее всего, какое-то приглашение идет. И какой-то вот прям романтический вечер.
романтический такой, чтобы прям можно было там посидеть, глаза в глаза, поговорить, насладиться друг другом. Вот так идет. Так, для тех, кто на расстоянии, вот кто сейчас на расстоянии, ну, здесь будут какие-то очень длительные разговоры и попытки это расстояние преодолеть. Может быть, он будет билеты себе заказывать, покупать, и вам об этом пафосно сообщать. Вот смотри, я купил, скоро я приеду. Либо вы будете вместе сидеть, планировать, когда вы там встретитесь, как у вас все пройдет. Но однозначно он от вас не отстает. Тут идут разговоры, тут идет общение, романтическое общение. Это все у вас будет. Мужчина к вам расположен. А то, что вы в недавнем прошлом, скажем так, сделали, его, конечно же, подстегнуло. Причем очень-очень сильно. Вот прям вам домашнее задание. Посидите, подумайте, что вы такое сделали, либо что вы ему такое сказали, что вот настолько сильно его, ну, скажем так, это шокировало, да, в хорошем смысле этого слова. Потому что он до сих пор отойти от этого не может. Девчонки, если так делать, я уже сказала, да, на постоянной основе, хотя бы там раз в месяц, либо раз в 2 месяца, то этот мужчина, он будет ваш и только ваш. Таких звездных женщин, как вы, ну, пойди поищи. И он это уже понимает. Вот своими поступками, действиями, либо словами вы это ему показываете. Вот, мои хорошие. Так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.